Добрый вечер, здравствуйте. В студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. Якутский городской суд вынес приговор по делу об убийстве трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу Иннокентия Макарова. Согласно пресс-службе суда, виновник получил 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также суд признал виновным подельника убийцы по статье «Укрывательство» и приговорил его к штрафу в 180 тысяч рублей и возмещению 2 миллионов в пользу потерпевшей. Стороны имеют право обжаловать решение суда в течение 10 суток с момента постановления приговора. 22 ноября 2018 года Якутским городским судом Республики Саха-Якутия вынесен приговор по делу об убийстве трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу Иннокентия Макарова. Судом подсудимый Степанов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, и ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Подсудимый Острелин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 316 Уголовного кодекса Российской Федерации, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 180 тысяч рублей. И удовлетворены исковые требования потерпевшей частично на сумму 2 миллиона рублей. Судом проделана кропотливая работа, допрошено большое количество свидетелей, объем самого дела составил 8 томов. Приговор Якутского городского суда не вступил в законную силу. Стороны имеют право обжаловать решение суда в течение 10 суток с момента постановления приговора. Мы решили вспомнить, как начиналось расследование. Первый сюжет и первое заседание суда прошли ровно год назад. Тело известного спортсмена Иннокентия Макарова, без вести пропавшего 5 ноября, было обнаружено на 45-м километре Вилюйского тракта, в 30 метрах от федеральной дороги в лесном массиве. Благодаря кропотливой работе оперативно-следственной группы удалось установить подозреваемых, которые и сообщили о месте, где находится убитый. По подозрениям в совершении данного преступления 22 ноября текущего года задержан житель села Ой Хангаласского района республики 1981 года рождения, который дал показания об обстоятельствах совершенного преступления. Кроме того, установлена личность мужчины 1966 года рождения, который помогал в сокрытии тела потерпевшего. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 316 Уголовного кодекса Российской Федерации «Укрывательство преступления». Расследование уголовного дела продолжается. По версии оперативников, первый после убийства позвонил своему подельнику, чтобы тот помог ему сокрыть следы преступления. На теле погибшего следователи насчитали не менее 7 ножевых ранений. Сегодня городским судом принято решение о мере пресечения заключения под стражу обвиняемого в убийстве мужчине 81 года рождения. Суд постановил ходатайство следствия по возбуждению перед судом ходатайства об избрании меры пресечения и заключению под стражу удовлетворить. Меру пресечения заключения под стражу на 1 месяц 20 суток, то есть до 12 января 2018 года включительно. Продолжим с происшествия, которое развеет некоторые мифы о так называемых найденных вещах. В Мирном 2 года по статье «Кража» грозит мужчине, который подобрал кошелек и не отдал его владельцу. Как сообщает районный отдел МВД, в заявлении о краже было сказано, что в бумажнике находилось 9 тысяч рублей и банковские карточки. Инцидент произошел в одной из аптек города. Подозреваемый заметил, что потерпевший случайно выронил кошелек и, дождавшись, когда мужчина уйдет, подобрал его. По пути домой он достал наличные, а сам бумажник выбросил в мусорный бак. Похищенные деньги потратил на личные нужды. Был задержан 57-летний местный житель. Еще одна типичная история и в какой-то мере поучительная, на этот раз из Нерюнгри. Лишенная родительских прав местная жительница в прошлом году была осуждена за неоднократную неуплату алиментов и приговорена к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 5% из зарплаты в доход государства. Однако она систематически нарушала порядок и условия приговора. После получения предписания к отбытию наказания так и не приступила, уклонялась от его прохождения, не являлась в инспекцию на регистрацию. За эти нарушения суд решил изменить наказание работами на настоящий срок в колонии-поселении. Мужчина, наехавший на 2 женщин в селе Булганяхтах Хангаласского района, оказался сотрудником УФСИН.
Предварительным следствием установлено, что 20 ноября 2018 года около 17 часов водитель, управляя автомобилем марки Toyota Corolla Fielder, в состоянии алкогольного опьянения на участке проезжей части, расположенной рядом с домом номер 52 по улице Пятилетка села Булгуньяхта Хангаласского района Якутии, совершил наезд на двух пешеходов. В результате происшествия женщина 49 года рождения, получив телесные повреждения, несовместимые с жизнью, скончалась в Булгуньяхтасской участковой больнице. Вторая пострадавшая 69 года рождения с телесными повреждениями госпитализирована в травматологическое отделение медицинского учреждения. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91-92 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В настоящее время в рамках расследования уголовного дела проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. А в Нижнеколымском районе мужчина получил 3 года условно за нападение и угрозы полицейскому. В августе этого года пьяный, неоднократно судимый мужчина выстрелил из ружья. Стрелял он, сидя на подъезде многоквартирного дома. Когда приехал полицейский, подозреваемый набросился на него и попытался повалить. При этом бил ногами. Потом отбежал в сторону, стал высказывать в адрес сотрудника угрозы убийством. При этом, пользуясь темнотой, и он имитировал наличие ружья, как бы целясь в защитника правопорядка. В суде молодой человек вину в совершенном преступлении признал полностью. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами. Ожидания России не оправдались. Генерал-майор Александр Прокопчук проиграл голосование в Генеральной ассамблее Интерпола. Президентом Международной полицейской организации стал представитель Южной Кореи. Рассказывает Алена Островская. Генеральная ассамблея Интерпола выбрала новым президентом представителя Южной Кореи. Следующие 2 года Международную полицейскую организацию будет возглавлять Ким Чон Ян, старший вице-президент, исполнявший обязанности главы Интерпола после исчезновения и последовавшей отставки китайца Мэна Хунвэя. Фаворитом гонки считался российский генерал-майор Александр Прокопчук. Однако против его кандидатуры на Западе высказывались многие. Некоторые прямо говорили, что его избрание позволит Москве использовать ресурсы Интерпола для достижения собственных целей. Украина и Литва и вовсе пригрозили выйти из организации в случае победы Прокопчука. Представитель Кремля Дмитрий Песков посетовал на поражение российского кандидата, но не поставил под сомнение результаты голосования. Хотя, по его мнению, выборы проходили в сложной обстановке. Конечно, если еще раз вспомнить недавнее заявление, звучащее из различных столиц, то можно, конечно, говорить о том, что выборы проходили в атмосфере такого беспрецедентного давления и вмешательства в эти выборы. Выборы были сложными, но они уже состоялись. Президент Интерпола выполняет в основном представительские функции, однако обладает достаточным влиянием. Повседневными делами занимается генеральный секретарь Юрген Шток. На этом пока все. Берегите себя.